Ну и продолжаем тему театра. 22 и 23 марта в Казанском театре юного зрителя состоятся показы премьерного спектакля «Дитя» по одноименной пьесе Ильгиза Зайниева. О премьере самой постановки и смысле, которые попытаются донести до юных зрителей, расскажут гости нашей программы, занятые в постановке артисты Ильфат Садыков и Юлия Маширова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Очень ребята, рады. Да, мы знаем, что вы пришли с подарком, конечно, с сюрпризом, поэтому давайте вот с этого и начнем программу. Да, кстати, у нас есть пригласительный билет на 2 лица на премьеру спектакля «Дитя», который уже идет по финишной прямой. И тот, кто дозвонится до студии вашей, и кто даст правильный ответ, как зовут тех героев, которых мы играем, Юля и я, Ильфат, тот получит этот пригласительный билет на 2 лица. То есть это главные герои? Я так понимаю. Главных героев... Сейчас мы будем об этом говорить. Нет таких героев, прям главных. То есть назовите, пожалуйста, имена героев, которых вы играете в спектакле. Да, именно то есть так. надо быть внимательным, мы будем их в разговоре... еще и так, да? Вот так вот. Ага, вот как вы привлекаете внимание. Ну, слушайте, смотрите все на нас. В разговоре не будем упоминать. Пускай смотрят люди на сайте или еще как-то. Ну, то есть, возможно... Ну, наши зрители такие ушлые, они разберутся. Google вам в помощь. Мы тоже ваши зрители. 570 50 75. Дозванивайтесь, отвечайте. В конце разговора ребята скажут, какой был правильный ответ. Давайте теперь, собственно, непосредственно к делу. Постановка с глубоким смыслом. Ваша история, о чем она? Да. О чем история? Ну, на самом деле, наверное, каждый зритель для себя сам решит, о чем именно этот спектакль. Мы можем, наверное, только вкратце тему рассказать, да, о чем этот спектакль. То, что собаки и кошки, которые... В принципе, они воюют между собой всегда. То есть это мир животных? Да, мир животных, в который попадает дитя, которое оказалось никому не нужно, своим родителям. И таким образом они пытаются из него сделать идеального человека. Это как Маугли? Ну, знаете, отсылка может быть какая-то. Да, какая-то предыстория, скорее всего, Маугли. Но это получается, это будет драма, это будет комедия, это будет что-то... Да, какой жанр? И то, и то. Музыкальный спектакль. Микс такой. Ну, это вряд ли комедия. Ну, да, не сказать, что ну, судя по тому, да, то, что вы сказали, вот историю, драма. Да. Но это все-таки вечный такой вопрос между дружбой, людьми и животными. То есть, ну, как-то вот... Вы, я так понимаю, играете животных. Да, все только животных. Значит, Юля, кошечку наверняка. Я кошечка, да. Ильгиз? Ильфат. Извини. Ильгиз — это режиссер. Вы меня подняли. Это приятно. Его тоже здесь затронули. Ильгиз Зинурович, надеюсь, слышно. Вы у нас кем будете? Играю попугай. Попугай? Ничего себе! То есть там вот целая флора и фауна такая. Да, из Бразилии. Вот. У каждого персонажа животного тоже есть какой-то свой бэкграунд, своя история, своя мотивация. Да, и свой опыт жизненный, как вы сказали. То есть и каждый вот действительно своим опытом этим самым делится вот с этим ребенком, я так понимаю. Да. Ну, то есть так получается... Что-то ему открывает в этом мире, какой-то мир свой маленький. Да. Но в процессе спектакля видно, что у каждого героя на самом деле есть какая-то биография. Кто-то ее проговаривает, о биографии некоторых из персонажей можно только догадываться. Да. Например, биография кошек. Да. Вот. Собаки обычно рассказывают с прямым текстом, что их ждало, какие сюрпризы были у них вообще в жизни. Ну и хотелось бы, на самом-то деле, пользуясь случаем, поблагодарить, наверное, наше руководство, нашего режиссера, который ставит этот спектакль, Ильгиз Зинурович, потому что, пользуясь случаем, хотелось бы все-таки сказать, выразить ему уважение свое и взаимную любовь, такую же, которую он к нам питает, потому что в процессе репетиции, понятно, ну, в творчестве мы всегда можем проявить себя не всегда с лучшей стороны, потому что это нервная работа, иногда бывает на износ. Да. И Ильгиз Зинурович очень мудрый человек и режиссер, и поэтому он всегда терпеливо относится к таким нашим проявлениям. Да. То есть здесь нет тирании какой-то, которая была бы неконструктивной в данном случае. Поэтому вот... Ну и вернемся все-таки к спектаклю. Этот спектакль музыкальный. Да. Много ли там музыки? Вообще, кто что поет кошечка, что поет попугай? Рок-н-ролл. Виктора Цоя. Какие жанры, да. Да, нет, серьезно, да? Ну, то есть есть там и колыбельные, там есть и какие-то джазовые песни. То есть, ну, там очень большая такая музыкальная подборка. Там и танцы, не знаю, там какие-то пластические номера, то есть драки. Вот это очень живо получается. То есть музыка сопровождает вот на протяжении всего действия, скажем так, да? Да, хочется, пользуясь случаем, тоже опять свою роль какую-то играет, можно сказать. Именно так. К вашим словам, кстати, Юрий Леонидович Чаплин — это композитор этого спектакля, и не только этого, и он придумал множество разных
песен, композиций, музыкальных произведений к этому спектаклю. У нас есть зрители, которые дозваниваются и пытаются ответить. Одним из первых или первым был... А давайте сейчас познакомимся. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро, меня зовут Эльмира. Эльмира. Итак, ребята, еще раз формулируйте вопрос. Эльмира будет отвечать. Я сначала подумал, что это мама моя звонит. Голос похож, оказывается, Эльмира. Ну ладно. Вопрос состоит в том, что у нас есть пригласительный билет на 2 лица, Эльмира. Кто правильно ответит на вопрос, как зовут персонажей Юли и моего персонажа, меня зовут Ильфат, приятно познакомиться, тот получает этот пригласительный билет. Я попробую ответить. Я думаю, Яктубас и Мамхай. Еще раз. Яктубас. Мамхай. Да. Ну, судя по тому, как наши гости озадачились, наверное, Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да. Да, но имена были необычные. Как бы это уже хорошо. Нет, не Ну, то есть это даже не близко. Нет, даже не близко. Все, Нет. продолжаем разговор. И 500, ждем, спасибо да, в и любом ждем случае. все-таки правильный ответ, надеемся мы. 570, 50, 75. Гуглите лучше. Да, Проверяйте, это театр юного проверяйте. зрителя. Театр юного Сайт, зрителя. сайт театра Да. юного зрителя. Сайт театра юного зрителя. Постановка «Дитя». Смотрите, если постановка у нас с таким серьезным смыслом глубоким, да? Театр юного зрителя. А какая возрастная целевая аудитория? Кому приходить?Кстати, возрастная какая? Но Я не вообще как бы заявлено 8+. Вот, но я считаю, что эта постановка все-таки для более таких детей, которые уже могут что-то вынести после просмотра данного спектакля. Потому что тема там достаточно Серьезная, тяжелая. да. и психологически тяжелая. созревшего зрителя. Это важно. Это важно Да. для родителей в первую очередь. Так, еще одна попытка. У нас есть еще один отвечающий. Надеемся, что на этот раз правильно. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как зовут? Меня зовут Ирина. С удовольствием посещаем театр юного зрителя. Дети очень любят. Надеемся, что ответим правильно. Давайте. Но кошечка, по-моему, Олеха. Ой, Виолетта, простите. Вот, а попугай Олеха, если я что-то не... Бинго! Есть. Мы вас поздравляем. Все. Здорово, здорово. Билетики ваши. Ребята, спасибо вам большое. Билетики обязательно найдут победительницу. Мы пожелаем ей хорошего дня, вечера. Ну и нам пора завершать программу, в том числе гороскоп. Вы верите в гороскопы? Частично, Ну вот, давайте и проверим. В хорошие, Да, в хорошие верим, в да? хорошие можно верить. Давайте все Согласна. проверять.